Все, доброе утро. Вот сейчас склепал серию, уже рендерю 83-ю. Вот мои вещи сушатся. Красавчики. Мои помощники. О, уже время 12, надо сходить прогуляться чуть-чуть. Потом прийти и смотреть фильмы, лежать, леживаться. Ого, что тут в лифте есть-то, а? Компьютер даже, типа MacBook. А что, он не работает, что ли? Тут даже вон показано, сколько гигабайт. А что, как его разблокировать? Не работает, походу. Работает, только надо доступ, видимо, какой-то. Музыку, наверное, можно включать. Вот здесь магазин сразу есть. Ну, я прогуляюсь чуть-чуть. Так чисто зашел в торговый центр потусить, походить. У меня ощущение, как будто я в Мегамоле где-то, как будто я в Чебоксарах хожу. Меня возвращают там в Чебоксары, поэтому я иногда гуляю так. Нет, здесь ничего нет. Здесь одна мебель да сантехника, ничего нет, поэтому народу нет. Не туда я попал, не в тот торговый центр. Их тут дофига просто. И не поймешь. Оп, давай, заработал. Я сейчас, кстати, зашел вот в магазин и оставил продукты, что купил в другом магазине на вот тут на стойке. Продавец обиделся, короче. Вот страна у них. Все. Продавец обиделся, что я типа подумал, что я типа что-то могу украсть. У нас же в России наоборот, он только смотрит, с чем ты зашел. Чуть что тебя сразу в краже обвинят или еще чем-нибудь. И все лишь бы не подумали ничего. А здесь, видите, такого вообще нет. Чтоб кто-то что-то украл, туда выйду лучше. Ладно, пошли домой отдыхать. Ух ты, вот что я нашел. Чуть мимо не прошел, прям впритык. Конан-Дейл магазин. Да, там ничего нет. Ни бахил, ни других вещей. Вот такие магазины, они в основном вот все рассчитаны на катка выходного дня. То есть покататься на выходных, собраться, чтобы на выходных покататься. Вот того там хватает, а так по городу причем. А так ничего путного нет. Я понял, здесь просто если застрял, можно порубиться во что-нибудь. А может Counter-Strike есть. Или что-нибудь поинтереснее еще. Чтобы досуг весело проводить. И китайцы, они прошарены, у них все тут для людей сделано. Чтоб не скучать. Винтифай. Ну что, стоишь, малыш, отдыхай, стой.
Впереди много перевалов еще. Оп. Что, закрывать на эту, да? Не буду. Я не буду на эту закрывать. Раньше я думал, что молочка в Китае очень плохая. И вправду я не мог найти нормального, да и не искал вообще. Но вот в этих провинциях молочка просто шикарная. Видимо, тибетские скотоводы обеспечивают хорошее молоко. Может и не тибетские, не знаю. Но вот эта сладкая сметанка, это вообще нечто. Творожок такой. Взял он булку хлеба свежего, белого у мусульман. Вообще кайф. Я так со времен Средней Азии не жил еще. Чтоб сметану с хлебом кушать. Все, доброе утро. Погода сегодня холодная. Вон снег ночью чуть-чуть выпал. С утра я даже думал, короче, это отменить поездку сегодня. Дорога вся мокрая была, дождь был. Выезжать неохота в дождь. Там-то, когда выйдешь уже, пусть что хоть угодно будет. Но сейчас нет, асфальт подсох, время 12. Собираюсь, в общем, еду. Оказывается, это у меня баф-повязка Angry Birds. Все, собрался почти. Куртку осталось одеть с ботинками. Ну вот, все. Оставил след. Небольшой, как в армии. На стене, только не гвоздем. Ну все, bye-bye. Bye-bye. Thank you very much. Се-се. Enjoy yourself. Окей, thank you. Ну все, цайте. 再见。 Спасибо за приют. Мне понравилось. Надо ехать дальше. Все, давай, bye-bye. Bye-bye. Ну чё, коняшка мой родной, готов к бою? Сейчас стою в подъезде, посчитал, в общем, мне до 2 мая, до 3 мая, то есть 2 уже точно мне нужно из Китая выехать. До 2 мая еще почти 3 недели, чуть больше, 22 дня, ну, грубо говоря, 3 недели. И вот за 3 недели мне надо успеть до границы доехать. Почти 2000 километров за 3 недели. Надо постараться. Может, ну, если не успею, может, где-то автобус тормозну, я не знаю. Но у меня прям впритык сейчас времени будет. Прям впритык. Ух, распогодилось даже чуть-чуть.
Все, короче, нашел Giant один магазин. Тут очки приобрел. Вроде нормально, такой тоже в теплых тонах, красноватых. Тут у них еще это есть. Покрышка. Покрышки как раз как для меня. Я вот не знаю, будут ли магазины впереди у меня. Просто я чувствую, что магазины... Ну все. Давайте, спасибо. Зайти. Чувствую, что до Барнаула у меня не будет никаких магазинов. Может быть, в Хами, конечно, будет. И не буду ли я жалеть о том, что я не взял сейчас покрышки. Но увидим. Сейчас я не хочу деньги на них тратить. Мне еще спальник сейчас поехать, посмотреть спальник в Кайлас. В общем, вот я в Кайлас приехал тут. Коврики вот смотрю. И дилемма у меня, чего выбирать. Вот есть вот этот квадрат, но он какой-то не габаритный, я не знаю. Но он стоит в 2 раза дешевле. Но толстый, самый толстый по толщине. Вот. Есть вот такой, но он потяжелее. И вот этот вот самый легкий. Но он 1 сантиметр. Я не знаю, мне такого в принципе хватит. Но он тоже стоит столько же, сколько и этот. Ну все, поставил коврик. Все, сейчас еду на выезд из города. Сейчас по пути еще один магазин Кайлас у меня будет. Туда заеду, посмотрю еще, что там есть. Но я спальники посмотрел в этом Кайласе. Шило на мыло, в общем. То же самое почти, материалы те же самые. Конечно, он новый, наверняка лучше держит, но хер с ним, я решил не тратиться. Все равно потом теплее будет. Мне сейчас с гор спуститься нормально. Коврика достаточно. А в плане палатки, ну это то же самое, менять палатку то же самое, что переезжать в другую квартиру. Ой, не хочу я с ней расставаться. Она нормальная, в принципе нормальная. Просто дай бог в сильные дожди не попадать затяжные. Взял баллон, за 28 юань стоит, мой уже почти кончился. Сегодня я его точно докончу. Все, едем дальше, в принципе все есть. Сейчас чуть-чуть надо сумку помыть, а то, блин, там уже цивилизация начала развиваться почти. Масло вытекло там подсолнечное, по-моему. И все обратно упакую спокойно. Он распаковал этот сухпай китайский, армейский, на черный день, который. Он больно тяжелый его возить, его так можно возить, но тяжелый он все-таки. 2 пачки, тяжеловато. Сейчас съем его один. Ну и все, выехал из города фактически. Еду вдоль ущелья, наверх, к перевалу. Снова на перевале буду завтра. Сегодня я не успею, да и сил сегодня нет у меня. Не втянулся еще. Завтра. Что-то мне эта дорога так Альгешку напомнила. Альгешево под Чебоксарами. Там стройка, вон, кран торчит, поворот. В Альгешке тоже так же.
там дежавю такой. Все, скоро дорога в ущелье зайдет. Глубокое ущелье. И на перевал. Да, классное футбольное поле с видом на гору. Школьники. На перевале наверняка сейчас снег. Фура с перевала вся в снегу приехала. Проехала вот сейчас. Снег с крыши прям падал. Весело там будет. Чем севернее перевалы, тем все холоднее и холоднее. Ну вот город. 286 километров до Джанье. Джанье уже в предгорье Няньшаня. На великом караванном пути. Холодно стало как. Чую, снег сегодня пойдет. Выпадет снежочек ночью. Палаточку укроет. Ну все, сейчас ущелье начинается уже. Почти. Ну да, вон снег из ущелья приходит. Весело. Повалил, да? Ух, повалил снег. Сейчас зайду в Мянгтяо, покушаю, наверное. Чуть ничего не ел, а то и так. Ух, валит снег, а. Все, Мянгтяо поел.
Ой, вот так вот. Все. Спасибо. Наелся, целую лоханку съел. Придется, наверное, на ночлег здесь проситься. Снег навалил уже, и палатку не поставить. Земля мокрая. Раньше я мог себе такое позволить, сейчас я не хочу такие номера выкидывать. На снег палатку ставить. Сейчас посижу здесь чутка. Тут хорошо, тепло, уютно. Ну, в общем, нормально все. Они мне дали каморку там, холодную, правда. А небо-то расчистилось, и вон звезды видны. Офигеть. Так все быстро меняется. Ну, вот и каморка это. Вот кровать. Только вот эту постелили мне какую-то, я ее сейчас уберу, потому что нахер она нужна. Клоповная, наверное, какая-нибудь. Сейчас. Нормально, живем. Создал себе тут уют свой. Нормально. Я везде создам уют. В любой дыре, в любом сарае. Уют он вот здесь вот. В голове.